Короче, не судите строго. Давно не был перед камерой. Никогда в жизни не брал интервью на русском. Что еще? С дебютом тебя, брат. Спасибо. Поэтому, может, вопросы я буду читать иногда, подглядывать. А можно я тоже ответы читать буду? Кстати, есть ответы. Хочешь? Да. Скинь Я мне. хотел скинуть тебе, он сказал, не скидывай. Скинь мне по airdrop. Уже запись идет? Опа. А можно маме привет передать? Это в конце. Привет, мама. Это в В конце. конце папе передам. О. Şu telefon elimde olsun mu yerde oyun? Хочешь, Да? я буду держать тебе? Вот так можешь, да? Да. Поехали. Здравствуйте. Салам. Так, Волна. Кауи. Сен омотный. I'm тоже good. Very good. Почему сопрано? Много раз я слышал этот вопрос. Подожди, ладно. Я никогда не видел интервью с тобой. Никто не берет, никому не интересен. Никто не А предлагал. где тогда слышал ты этот вопрос? У людей, просто обычных людей. У меня есть мнение, почему сопрано. Давай. Мне интересно. Я этого не буду говорить. Почему? Потому что я думаю то, что ты скажешь именно то, что я думаю. Давай я сейчас дам ответ. Здравствуйте. Брат, у нас не Спасибо. особо много денег, ну, мы просто посидим. Я понял тебя, Спасибо. хорошо. Кстати, его тоже зовут Антон. Антон зовут? Да. Таш. Ага. Меня тоже Антон зовут. Почему сопрано? Почему сопрано? Короче, смотри, так договоримся. Я тебе сейчас даю ответ, Мгм. а потом ты, если он не соответствует твоему Да. предположению, Да. ты мне говоришь то, как ты думал. Да. Короче, в юном возрасте я смотрел сериал «Клан Сопрано». Уже Близко, все, близко. 100%, Всё, я ответил. один к одному. Ну, там был такой герой, да, Тони Сопрано. Главный герой. Да, главный герой, да. И в какой-то момент я тоже подумал, что я итальянец. Мгм. И вот выбрал себе такой никнейм. Потом, как оказалось, есть такой французский рэпер Сопрано. Я вот, не знал об этом. И поэтому я к Сопрано добавил приставку «мам». Ты что, читал мои вопросы? Нет. Ты мне их отправил по airdrop, бро. Расскажи про Тоха Берекелла. Я про аккаунт в Инстаграме. Ты Моё- начал активно продвигать этот аккаунт. Да. Я подумал, что это какой-то бренд, какой-то новый лейбл, что ли. Не, может быть, в последующем, в будущем он станет брендом. Я хочу альбом выпустить не от Сопрано, а от Тоха Берекелла. Это будут не такие песни, которые мы слышим на свадьбах или... Это как типа альтер-эго, что ли? Да. Типа такого, если получится, но это только в планах. Вообще, как называется твой стиль? Рэп? Я уже запутался в названиях стиля. Не знаю. Как-то ты сказал, это просто попса. Ну да, это просто популярная музыка. Популярна для меня, там, я думаю, что она Ну да. популярна, да. Мейнстрим это то, что нравится большинству. А с чего ты начинал? Я начинал с Мары, брат. До нашего интервью я с одним твоим другом говорил, и он сказал то, что ты очень долгое время твое вот это творчество не приносило тебе никакого дохода. Да, потому что цели такой не было. Было творчество ради творчества. Да, было творчество ради творчества. И мне сейчас бывает стыдно за то, что мое творчество не ради творчества. Ну, все-таки там есть творчество, но да. есть еще коммерция. Творчество коллективное занятие или конкретно песни, или идеи должны генерироваться одним человеком? Да, не обязательно. Например, я каждую свою песню советуюсь с большим количеством людей. Ну, чтобы они поменяли в музыке, в словах, в исполнении, в манере исполнения. Ну, можно и как бы и быть эгоистом и думать, что ты все знаешь и Да. делать так. Но я думаю, это неправильно. Не страшно поинтересоваться чьим-то мнением. Потому что один человек не может успеть все Нет делать. такого, вот так я вижу. Не, в итоге это будет так, как я вижу. Да. В любом случае. Но советы я спрашиваю. Если какие-то из этих советов мне по душе, близко мне это, то я это сделаю.
А если нет? Ну, Сулик, например, всегда мне говорит: Тоха, что ты всегда, говорит, спрашиваешь? В итоге ты делаешь по-своему. Да. Ну вот, иногда делаю по-своему, иногда прислушиваюсь. Но спрашиваю всегда. Как бы я ничего в этом такого плохого не вижу. Это не делает меня плохим артистом или плохим исполнителем. Есть формула успеха или у каждого по-разному? Наверное, формула успеха, если ты много работаешь, Именно в этом? я думаю, да. И вкус должен быть. Если относительно творчества. Вкус как-то надо развить свой вкус, да. Для этого надо слушать много музыки разной. И классической, и современной, и поп, и рэп, и рок, и R&B, ну, все подряд. Из-за этого всего будет формироваться твоя индивидуальность. Такой философский вопрос. Цель оправдывает средства? Наверное, не всегда. В большинстве своем случаев, наверное, оправдывает, да. Смотря какая цель. Ну да. Идти по головам ради достижения цели, это не есть Да. хорошо. Да. Цель одна, но сотни путей, так скажем. Каждый сам свой путь выбирает. Я бы тоже так ответил. Потому что я тебе отправлял свой ответ. По airdrop. Да. Еще такой вопрос. Музыка должна быть понятной многим или должна быть своя? И неважно, сколько у нее слушателей. Второе. Неважно, сколько слушателей, она должна быть своя. А допустим, это не приносит никакие средства на дальнейшее творчество. Тогда надо найти себе другое занятие, наверное. Ну, параллельно этому. Ну, есть же много ребят, которые занимаются музыкой не для того, чтобы зарабатывать. Они параллельно работают где-то на каких-то фирмах, компаниях, государственных учреждениях. Но живут музыкой, да, в свободное время, занимаются. И масса таких ребят есть, просто мы о них не знаем. Клип может спасти песню не совсем удачную или наоборот? Хороший вопрос. Не. Я вообще считаю, что клип никак не может спасти песню, и песня никак не может спасти клип. Ты вообще зачем, почему делаешь клипы? Чтобы лицо мое знали. То есть, смотри, вот песня, это как вот как произведение. Да. Клип какую часть занимает? Если ты в этом клипе в совместной работе со сценаристами, с режиссерами, с операторами смог передать все настроение песни в картинку, то Да. это круто, то это Да. будет занимать, наверное, 50% успеха вообще этого всего проекта. Да. Ну, в большинстве своем случаев, что мы делаем? Мы снимаем клипы на веселую песню, Да. находим 50 человек в массовке, танцуем, Да. создаем веселье. Ну, и иногда это получается передать атмосферу, иногда не получается. Я особо не заморачиваюсь над этим. Для меня все-таки мое убеждение, что песня, она больше роль играет, чем картинка. А можно я так сделать? Ну, рука чешется просто, Да. к деньгам. Ты суеверный. Нет, хочется верить, что когда чешутся руки, придут деньги. Я не суеверный вообще, Мгм. но если суеверия вот положительные, я с удовольствием. Я, чтобы руки чесались, готов просто не мыть их, брат. А ты веришь в космос, брат? В связь человека с космосом? Да, Ну, реально, вот, ты вообще когда-нибудь задумывался об этом? да, То, что все, что мы говорим, там, Да. то, чем ты занимаешься, это творчество. да, Ты выходишь в люди, берешь микрофон и говоришь. Ты же можешь испугаться, можешь резко, в тебе может проснуться комплекс, в принципе. да. Но иногда ты берешь микрофон, отключаешь свой мозг Да. и несешь звуковой поток. Я верю в то, что это космос. Ну, тебе такой сигнал дает. Я верю, что мысли материальны. Я Вот это классно. верю, что слова материальны. Правильно. Я верю, что если думать про человека хорошо, Он окажется хорошим. он не то чтобы окажется хорошим, у него будет хорошее, доброе предрасположение к тебе. Я вот это верю. Даже если он тебя до этого не знает. М. Почему-то вот или мне хочется в это верить.
Не, ну раз ты в это веришь, Да, значит, да. значит тебе легко Да. с этой верой. Ну, я тоже примерно во все в это верю. Вот ты всегда вот среди шумной компании, праздник, веселье, свадьбы, вот не приедается? Нет, я, наверное, слишком люблю это дело. Ну, тусовки, Да. тусоваться Да. мне не нравится. Выступ- Почему? Потому что Ну и- приелось, потому что... Нет, не, мне никогда это не нравилось. Мне никогда не нравилось собираться в тех местах, где собирается много популярных личностей, да, так скажем. Мгм. Ну просто ради того, чтобы собраться. Мне это не нравится. Мне не нравятся шумные заведения, мне не нравится там, ходить на дискотеки, в клубы. Вот такие заведения мне нравятся. Пришел, если у тебя есть любимая девушка или жена, пришел, посидел или в компании там из нескольких человек своих друзей, посидел, поболтал, ушел. Ну, идти, танцевать там, где шумно. Вот свои мероприятия как ты отмечаешь? Шумно или более Нет, в семейной обстановке? Вот, стараюсь в семейной обстановке. Если даже вдали от семьи, то просто могу не отметить и все. Вот я считаю, что это потому, что у нас профессия такая, нам вот это приелось, и нам уже не хочется, нам уже не интересно вот это. Ну нет, у меня еще я не занимался этим и как бы не выступал, когда среди людей, мне никогда не было интересно такие, как сказать, такие мероприятия, да, так скажем. Поэтому меня мало где можно увидеть в таких тусовках. Ну, мне это не мое, это просто, не знаю. Я считаю, лучше потратить свое время либо на себя, либо на семью, либо на свое творчество. Ну, на что-то полезное, да, так скажем. Чем, кроме музыки, еще нравится больше всего? Вот прям вот Нравится жить, брат. Нравится жить и получать деятельность удовольствие. какая-то. На самом деле мне PlayStation нравится играть. Вот что-то Да, типа просто этого. Книги хорошая штука, но Да. усидчивости не хватает Да. читать. Что мне еще нравится? Со своим сыном нравится проводить время, с родителями, с друзьями, в сауну пойти там. Мгм. Не знаю, так на студии посидеть. В свободное время опять же. Вот, Скучный я человек, брат. Скучный, старый скучный человек. я так не считаю. Расскажи про сына. Ой, про этого мерзавца. Маленького манипулятора. Ой, ну он пытается, да, мной манипулировать. 5 лет ему вот недавно исполнилось, 11 ноября. Время быстро летит. Да, молодец. Чё могу сказать? Я Осман просто- его зовут. Осман, да, зовут. Да. Ну, такой живой мальчик, подвижный, шустрый. Осман Антонович? Да. Парадокс, да? Нет, звучит. Да. Осман Ну, вот Антонович. нравится мне это имя Осман. Чему тебя сын научил? Вообще, что для тебя вот отцовство? Вот что в тебе изменило? Ну, смотри, есть же такое вот, многие взрослые люди говорят, когда у тебя родятся дети, ты Да. как-то будешь смотреть на эту Да. жизнь по-другому. Ничего не поменялось. Я такой же юный мальчик, да, который хочет жить, радоваться, не вредить никому, Мгм. по возможности там кому-то чем-то помогать. В этом плане отцовство меня никак не поменяло. Просто прибавилась ответственность. Да. Теперь ты несешь ответственность за Да. него. Не один просто. Да, да. И уже не хочется во что-то такое рискованно ввязываться, если не уверен. Ну, у меня и до того, как я стал папой, не хотел ввязываться во что-то рисковое, во что я не уверен. Я такой человек. Риск вообще благородное дело? Нет. Нет. Если он оправдан, но Да. вся фишка риска в том, что ты не знаешь, он оправдан или нет. Что такое прыгнуть с парашюта? Это риск? Это риск, но он не оправданный по мне. Вот я, например, до 33 лет жил и всегда мечтал прыгнуть с парашюта, и в Ага. этом году я это сделал. Опа. Да. И я получил именно те ощущения, которые я ждал. Повторил бы? Конечно, и не раз. Да? Да. Это классное ощущение. Да. Да, ты думаешь, что ты птица и летишь. Ну, это, конечно, страшно, но Один всего раз ты прыгнул. 2. 2 раза. Да. То есть это с инструктором получается? Да, да, Оба раза. да.
Чтобы прыгать без инструктора, по-моему, там 2-недельная или 3-недельная подготовка еще нужна. А там как что-то надо подписывать, ничего не надо? Подписываешь, что в случае чего ты Да, не имеешь... ответственность, да. Ну, конечно. Но они гарантируют, тоже такой же подписью гарантируют полное, как сказать, полную твою сохранность. Вот в этот момент ты про Османа не думаешь? Не Нет. думал? Не думал, чтобы он тоже сейчас со мной рядом был. Да, чтобы он тоже испытал эти ощущения. Я на Османа смотрю как на своего друга, в первую очередь. Я хочу, чтобы у меня в первую очередь были с ним дружеские, доверительные, взаимоуважительные отношения. Который еще не самостоятельный. Да. Но это будет прививать ему самостоятельность. То есть у меня такого нету, что ты мой сын, я буду тебя ругать, ты там виноват во всем. Такого нету. То есть я хочу, чтобы он с самого детства доверял мне. Это да. Проблема детей и родителей в том, что зачастую дети не доверяют своим родителям. Просто у меня нет такого, как сказать, я трачу себя на него. Я хочу сказать, я даже аккуратнее стал вести машину. Правильно, это все так. Все так. А ты с парашютом? Я бы вот именно с парашютом, потому что он хотел этого. Но видишь, я не взял его, но я бы тоже хотел, чтобы он прыгнул со мной. Но я не допустил этого момента. Просто я говорю о своих желаниях, что я бы хотел, чтобы он в этот момент со мной был рядом. Потому что это, во-первых, красиво, да, это страшно, но это красиво, такой вид открывается. Вот ты вот сейчас вот обращаешься с сыном, вот ваши отношения, ты копируешь, как тебя родители воспитывали? Нет. По-другому воспитывали? Меня? Да. Ну, меня в строгости держали. Да. Я тоже держу в строгости, но там, где это уместно. Да. То есть, естественно, если он будет там баловаться и вредить, дети чаще занимаются вредительством, да, на зло типа что-то делать. Вот за это можно как бы поругать, там, объяснить. Ну, опять же, по большей части, там, я дружу с ним. Там, мы PlayStation играем, там, гуляем, ездим куда-то. То есть я разделяю его любой интерес. Если я буду видеть, что ему нравится спорт, я отдам его на спорт и буду сам с ним заниматься этим. Если я увижу, что ему нравятся танцы, я отдам его на танцы и буду сам тоже заниматься этим вместе с ним. Сейчас он ходит у меня на курсы английского языка в 5-летнем возрасте. Почему? Потому что я в свое время начал это делать и не закончил. Вот я хочу, чтобы он был лучше меня и знал иностранные языки. Вот говорят, не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Конечно. Они по-любому будут похожи на вас. Конечно. Английское, по-моему, пословица. Конечно, это правильно. Опять же говорю, не может родитель, который не занимался никогда в жизни спортом, веса 120 килограмм, своему сыну говорит: ты должен быть спортсменом. Ты как родитель, как отец, должен быть примером для него в этом. Не может родитель, который просыпается в обед, заставлять сына или там, дочку заставлять просыпаться в 6 утра. Ты должен тоже в 6 утра проснуться, чтобы он это наглядно видел. Чтобы твои слова не были словами, а были подкреплены какими-то действиями. Чему тебя родители научили? Вот прям вот. Честности в первую очередь. В первую очередь честности. И это честность для меня стоит на первом месте, когда человек мне врет. Неважно, кто этот человек. Это тот человек, кого я люблю, или человек, которого я не знаю, или мало знаю, да. Мне становится дискомфортно просто. Я не хочу продолжать общение с этим человеком. Не знаю. Честности, научу, справедливости. Ну, нормальным вещам да, научили, за что я им безумно благодарен. И никогда мне там не баловали. То есть у меня было все, но и не было ничего, да, так скажем. Говорили про прыжки с парашютом. Еще какой-нибудь спорт? Да, я занимаюсь смешанными единоборствами. На М1 хожу. А можно я передам привет своему тренеру? Давай. Рустам Кураев. Лучший тренер. Мы про это тоже узнавали и узнали то, что ты перестал заниматься. Нет, сейчас я опять начал заниматься. Да? Я перестал заниматься из-за травмы, но которую я получил не на тренировках. Многие думают, что я на тренировку получил. Нет, смешная история была.
в сауне. Я подскользнулся и сломал. Ты же видел гипс? Ты же видел гипс? Почему ты его не принес? Я бы его это прорекламировал. Ты сломал? Я палец сломал. Да. Даже не ногу, видишь? Палец. Если бы я это сломал на тренировках, надо мной все смеялись, а я сломал это в сауне, и надо мной еще больше смеются. Поэтому нормально. Что еще? Ты к еде вообще привередлив? К еде? Да. Ну нет, сейчас нет. Ну, жидкое не особо люблю кушать. Бургеры? Первые. Люблю, но стараюсь не делать этого. Пиццу? Стараюсь не грешить. Конечно, но все любят эти вредные. Чай Обожаю. или кофе? Чай. Вообще кофе Вообще не пьешь? практически не пью. Черный вообще не пью. Как это? Какой еще бывает кофе? Ну, вот это 3 в одном. Чего боишься? Вообще такой какой-то вот страх. Собак боюсь. Естественно, да? Да, очень боюсь собак. Вообще не совсем у меня складываются отношения с домашними животными. А укола боишься? Нет. Не боишься? Да не, я на самом деле не боюсь боли. Я боюсь собак не потому, что они могут меня укусить, Мгм. не из-за того, что я испытаю боль, Да. а просто я почему-то их боюсь. Как у тебя с модой в одежде? Ну вообще, ну ты же видишь, как я одет. Модный? Ну нет, просто мне так комфортно. Я В общем, я не гонюсь за трендами, за модой, за стилем. Удобство и все. Да, удобство и всё. Ну, чтобы это более-менее было, чтобы выглядело эстетично. Помнишь свой первый телефон? Да, Nokia или Samsung? Nokia. был. Помнишь, в то время еще Samsung был такой Ну, тогда я вообще непрестижный? Самсунгов и не помню. Это время, когда я только отслужил. Ага. Я пришел домой в 21 год. Мгм. Тогда уже у всех были телефоны во дворе у нас. А у меня не было телефона. И я такой, или маме, или папе сказал, давайте хоть там Ага. купи мне, чтобы у меня тоже было. И они мне купили, Nokia была с 2 колонками. Толстая такая, как кирпич. Крутой у тебя был телефон? Ну да. У меня никогда На не тот был. момент он у всех был просто. У меня не было. Ты какого года? 86-го? А я тоже 86-го. Вот я хотел про это поговорить, что мы одноклассники, Однокурсники. но ты чуть старше меня. Да, я августовский. У меня в декабре. Да. Это намек такой. Вот Да, братишка? Первая машина. Сейчас скажу. Не, давай. До первой машины, первый мой опыт вождения, это Ага. был москвич. Ага. Иж. Блин, я модель не помню. То есть, получается, ты водишь механику. Вот когда-то я мог это делать. Я водил. Значит, сейчас тоже можешь? Ну, скорее всего, да. Я учился на москвиче ездить. Ага. Потом была такая машина Deo Racer, что ли. Deo. Она такая вся была побитая, да. Ага. Такая. И потом мне купили дутый Авалон. Дутый. Опа. Да. Авалон у меня был. Был у меня такой же. Да, хорошая машина. Да. У меня вообще американка была. У меня Вот тоже. здесь. А, не, Да. у меня не. И впереди трехместный был. Ух. Если поднять этот подлокотник, можно было. Можно было всех соседей посадить просто. Ты больше любишь слушать или говорить? Ну, в последнее время я замечаю, что говорить я люблю больше. Да, почему? Старость, наверное. Туркменские песни слушаешь? Конечно. Или чисто так, чтобы быть в курсе? Ну, мало, наверное, кто знает. Я фанат Акыш Сапарова вообще-то. А ты что? Да, я рос на его песнях. Вот по той простой причине, что мой отец очень Ага. любит его творчество. И тогда любил, и сейчас любит. И у меня есть несколько фоток с этой живой легендой. И отец смотрит и радуется. Ты вообще говоришь на туркменском? Сала завелен. Саля загурляем. А, вот сала. Нет, ну так. На улицах я смогу объясниться. А на более, ну, там, где нужна грамматика, Да, прям грамотно разговаривать, нет, навряд ли. Потому что я всегда окончание путаю, я всегда путаю, где надо говорить букву «н» и «не», я вот Да. эти места путаю. Если я не ошибаюсь, ты писал слова к песне «Тымля».
Свои, в смысле, слова? Или с улику? А, я думал все. Нет. Я не писал слова к песне. Мой куплет мне написал Ораз. А Сулейману? Сулейману он сам написал. А какой песню тогда ты писал? На туркменском ты писал? Есть такая, Туркменистан песня есть, называется. Я тут живу и дальше буду жить, да чтобы съехал отсюда, этому не быть. И пусть не держат обиду другие страны, на них не поменяю я земли Туркменистана. Первый куплет на русском, припев на русском, а второй куплет на туркменском. Ты делаешь что-нибудь или делал, чтобы доказать кому-то что-то? Ну, у меня был такой разговор с моей мамой, то, что она не до конца понимала и не до конца верила в то, что у меня получится там, на песнях как-то выезжать, да, так скажем. Вот я какое-то время я хотел ей доказать то, что она не права. Но потом я понял, что слишком много трачу энергии на это и решил просто делать эти песни и верил внутри себя, что все-таки у этих песен будет свой слушатель. Она теперь рада? Да, она не показывает этого, но я знаю, что она гордится и радуется. Правильно делает, что не показывает, а то я буду расслабляться. Смысл жизни, он должен быть у каждого свой или есть какие-то фундаментальные вещи? Не знаю, для меня смысл жизни оставить свой след на этой земле, да, сделать чтобы помнили. Да, чтобы не то, что да, вот, например, Высоцкий, если мы будем брать там, Советского Союза, Высоцкий, до сих пор есть люди, которые там слушают его творчество, читают его стихи. Ну, давай не будем далеко ходить, у нас тоже есть такие легенды, да, так, я так их смело могу назвать, это Атабай, это там Нуры Косой, да. Акш Сапаров до сих пор живая легенда, слава Богу. Но много же таких исполнителей, да, которые, их уже давно нет с нами, но они с нами. Вот для меня смысл в этом. Сделать, чтобы и после твоей смерти, через долгие года, десятилетия, 20-летия, чтобы слушали твои песни. Ну, то есть слушали и понимали, что ты хотел сказать, находили себя, да, так скажем. Смотри, мы вчера, по-моему, пролистали твой Инстаграм. У тебя, по-моему, там в июле или в июне, по-моему, был пост, то, что подписчики достигли 35 тысяч. Да. А сейчас ноябрь, уже 45. 45 400. Вот. Да. Я не накручивал, честно. Молодец. Почему так? За все это время у тебя 35, а за 4 месяца у тебя уже плюс 10. Это немало? Я не знаю, почему это. Может быть, я стал чуть-чуть интереснее, чем раньше был. Не знаю, может быть, песни поменялись в лучшую сторону. Может быть, это случайность. Я не могу дать точный ответ, по какой причине так. Я могу сказать, почему, например, не 100 тысяч. Тоже хороший вопрос. Почему? Ответь. Почему? Потому что делаю что-то не то, наверное. Потому что недостаточно... Ты считаешь, это важно? Нет. У меня даже был то ли пост, то ли в сторис я снимал, я не помню. Я просил людей, которые просто так сидят, отписаться от меня. Смело. Да. Ну, реально, я просто не помню, это был пост или Я сторис. помню это. Я просил отписаться. Да. Красавчик. Шучу. Красавчик. Не шучу. Не шучу, что шучу. Это, наверное, есть показатель того, что, например, лично мне это не важно. Да. Я сейчас, можно в камеру скажу? Скажи. Люди, которые просто так сидят, неважно, на моем аккаунте или на твоем аккаунте, или вообще на чьих-то аккаунтах сидят просто для количества. Скажи, за меня тоже скажи. Да, просто отписывайтесь все от него. Приходите ко мне. Инстаграм Османа кто ведет? Сейчас никто. Кто открыл? Я открыл. По его просьбе. По его просьбе. 2 года он подошел ко мне и говорит: пап, я хочу в Инстаграме. Я хочу одну фотку показать, скриншот хочу показать. Да. Сын самого крутого рэпера. Это он сам написал. Он сам написал. Ну, я бы тоже так сказал. Да. Не, вообще у меня раньше было написано вот в этой
Ага. в этой строке. Ага. Если в ТМ есть рэп, Ага. то это точно я. Ага. Ну, то есть это самоуверенность. У тебя? Да, у меня так Ага. было написано. Потом я решил включить самоиронию и написал, если в ТМ есть рэп, то это точно не я. Супер. Да, поэтому у него так и написано. Ты сентиментальный человек? Очень. Да. Знаешь, я, Плакса? ну не плакса, но всегда плачу от одного мультика про мамонтенка, который на Да, льдине едет и про да. маму песенку поет. Вот я просто сам себя даже проверяю. Я мама даже сейчас услышит. хочу плакать. Пусть мама услышит. Да. Напою? Давай. Ну реально, я сколько себя проверял, вот я отматываю вот это место и всегда плачу. Да, реально на меня тоже действует. Реально, почему-то я не знаю, какая-то магия, наверное, есть в этом. Именно слова. Ведь так, не то, что ведь так не бывает, а Ведь так не бывает ведь на так не свете. должно быть на свете, да. Чтобы были потеряны дети. Не должно быть так. Ни в коем случае. Как ты думаешь, кто тебя лучше всех знает? Мама моя? Конечно, моя мама. И ты. Теперь. Да. Можем ей позвонить, Маме? задать 3 вопроса про тебя. Конечно. Только Ага. я скажу, что, наверное, интервью. Объясни, там, да. Ну, в смысле, она сейчас скажет что-нибудь не то. Я 3 вопроса просто буквально задам. Алло. Алло, здравствуйте, Антония Хачимовна. Здравствуй. Как дела ваши? Нормально. Слушай, маман, у меня, короче, тут серьезная тема. Я сейчас даю интервью. Ну, реально, я не прикалываюсь сейчас, чтобы ты не думала, что я шучу. Я сейчас дам телефон человеку, который берет у меня интервью. Он хочет тебе задать 3 вопроса относительно меня. Я надеюсь, ты справишься. Задай Они мне, не я будут тебе сложными. А мне тебе задать? отвечу. Да. Давай, она хочет, чтобы я через тебя задал. Сегодня мама без Мама настроения. вправе. Мама. Какой у Антона рост? Он спрашивает, какой у меня рост. 1,76 м. На самом деле 1,80 м, но она почему-то думает 1,76 м. Так, второй вопрос. Она знает наизусть твой номер. Ты знаешь наизусть мой номер? Мам, не подводи, Не знаю. технично посмотри. Не знаю. Не знаю. Не знает. Мало ты меня любишь. Антон ассоциирует себя с одним животным. Каким? Он говорит, что я ассоциирую себя с каким-то животным. С каким? Тигра. С тигром. Опа. Ты справилась, маман. Сейчас я 50 манат на счет отправлю. Скажи, у нее хороший сын. Говорят, что у тебя хороший сын. Спасибо. Что-то я не ожидал, что моя мама так ответит. А можно будет это не вырезать, оставить? Конечно. Есть кумиры? Ну, прям кумиры. Или вот личности, которые вот тебя восхищают прям, Ну да, опять же. вдохновляют своим примером. Ну, наверное, мама моя, да. Отец мой. Или это должны быть кумиры из мира творчества? Допустим, на кого ты хотел бы быть похож? На своих родителей. Да. Хочешь кого-нибудь поблагодарить за вклад в тебя как личность и за твое творчество? За вклад как личность, конечно же, родителей я хочу поблагодарить. А в творческом плане, на самом деле, много людей поспособствовали тому результату, который сейчас есть. Да. Это и моя тетя Света, да, я хочу ей выразить огромную благодарность. И мои друзья, там, Сулейман, Ораз. Ну, на самом деле, очень много таких людей, которые как-то, да, но поспособствовали, да, в чем-то помогали, советами какими-то. С кем-то даже я ругался, но потом понимал, что это то, что они говорят, это, правильно, да. Просто не сразу получается принимать правду. Что по жизни делает тебя счастливым? То, что я занимаюсь любимым делом и не работаю абсолютно. Как справляешь вообще Новый год? Со своей семьей. Да, обязательно езжу в Мары, дарю подарки,
в этом году такие же планы? Они мне не дарят подарки почему-то. Да, в этом году такие же планы. Ну, только, может быть, здесь будем встречаться с родными, да, Да. с мамой, с папой, с сыном. И в Деда Мороза ты? Верю, конечно. Да, Я письмо ему написал я даже. Я тоже верю. Я смс-ку написал. У нас все, Антон? Все, интервью Да. закончилось. Теперь можно я тебе буду вопросы Давай. задавать? Кто тебе более-менее симпатичен в плане творчества из наших исполнителей? Мне очень сложно отвечать на такие вопросы. Потому что ты боишься обидеть кого-то? Это одна из причин. Плюс я больше слушаю западную музыку и индийскую. Индийскую, это классно на самом деле. Я своих друзей слушаю, там, туркменских певцов, всех слушаю. Но я точечно песни слушаю. Не, ну, в принципе, так и должно быть. Невозможно слушать все. Ну, если только это не мои песни. Там, мои песни все можно слушать. Все. Даже не то, что можно, а нужно, я думаю. Они все здесь. Все здесь Да. они, бро. Все вот здесь они. Так, у меня больше вопросов нет. Смотри, Хочу просто поблагодарить тебя за я то, что я наконец-то хочу. меня кто-то позвал на интервью. Во-первых, спасибо, что пришел. Тебе Во-вторых, спасибо. спасибо, что было так легко и интересно. Тебе спасибо за то, Вот что я позвал. всегда говорю, когда я кому-то хочу пожелать что-то вот хорошее, я говорю, пусть будет намного лучше, чем ты ожидаешь. То есть у меня вот только что вот было, что получилось намного лучше, чем я ожидал. Поэтому Я рад. спасибо. Да, тебе спасибо. See you. Еще кое-что, Антон. Это тебе вот презентик на Новый год. Опа, тут тортик Мгм. Спасибо от большое. Талхан. Спасибо большое. И Большое спасибо. что здесь? Опа, прощай, диета. Хлебо-булочные изделия. Спасибо большое. Наверное, Осману отправишь. Спасибо. Спасибо, А можно я Талхан. здесь пока поставлю? Поставь. Это не будет мешать Не, нашему контакту? запись уже все закончено. Все, классно. Пьем кофе, чай. Спасибо.